Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, прежде всего хочу искренне поблагодарить президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургаджаевича Джабарова и братский киргизский народ за традиционно теплый и радушный прием, оказываемый делегацией Республики Узбекистан. Символично, что наш государственный визит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном. И мы с моим коллегой договорились широко отметить эту знаменательную дату. Находясь сегодня в Бишкеке, мы стали свидетелями впечатляющих результатов реформ, реализованных в Кыргызстане за короткий период времени. В стране проводятся системные политические и социально-экономические преобразования. Наблюдается устойчивый рост экономики, возводятся новые объекты, реализуются инфраструктурные проекты, повышается ее авторитет на международной арене. Отдельно отмечу возрождение Народного Курултая, уникального национального собрания киргизского народа. Как близкие соседи, я вам искренне хочу сказать, что мы на самом деле искренне радуемся вашими достижениями. И для нас не безразлично, когда в Киргизстане мир и спокойствие, и такое, знаете, повышенный настрой на созидание под руководством уважаемого Садыра Нургаджаевича. Уважаемые журналисты, в ходе переговоров мы детально обсудили ключевые направления нашего многопланового взаимодействия. Поддерживаю высказанные моей коллегой высокие оценки итогов встреч, которые действительно прошли в доверительном и конструктивном ключе. Я вам хочу искренне сказать, что вот таких отношений у нас не было никогда. И я полностью удовлетворен, потому что мы с уважаемым Садыром Нургаджаевичем в узком кругу очень скрупулезно, очень доверительно, очень обстоятельно по всем вопросам прошлись. Потому что для нас вот то, что мы добились, это уже история. Нам необходима перспектива. И чтобы на перспективу работать, на сотрудничество, мы нашим коллегам, нашим министрам, руководителям администрации, всем дали очень серьезное поручение. И на самом деле мы договорились повысить наш товарооборот до 2 миллиардов долларов. Она достижима или нет? Мы уверены, что она достижима, если мы сегодняшние наши договоренности, наши проекты, наши контракты, о котором бизнес-форум прошел вчера, мы будем когда выполнять. Рассмотренные перспективы и принятые, вы можете быть уверены, конкретные решения с охватом всех направлений нашего сотрудничества. Мы обменялись ратифицированными грамотами к договору о государственной границе. Я вам хочу сказать, что это не маленький документ, это историческое событие, которое ждали наши братские народы много-много лет. Вы понимаете, когда граница не ратифицирована, нет договора, о чем можно говорить о наших взаимоотношениях? Это мир и спокойствие. Сегодня в турбулентном мире это было необходимо. И мы с уважаемым президентом, я вам скажу, было тяжело, но политическая воля двух президентов, оказывается, можно решать эти сложные, трудные, якобы вроде бы нерешаемые вопросы за всю 31-годную нашу, 30-летнюю нашу историю. Мы наконец-то вышли на это. Полное урегулирование данного вопроса, безусловно, как уже сказал уважаемый Садыр Нургаджаевич, сыграет важную роль развития двухстороннего нашего сотрудничества. И приграничных обменов будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в целом нашего региона. Она повлияет на весь регион тоже, в этом я убежден. Сегодня мы также подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнере. Вы должны знать, что это новый уровень взаимоотношений во всех направлениях. Мы углубление провели, потому что мы готовимся и к другим стратегическим нашим взаимоотношениям, политическим нашим взаимоотношениям. Мы заложили фундамент на перспективу. Это начало нового этапа в развитии многопланового сотрудничества в интересах наших стран и народов. В целом, за последние годы нам удалось вместе создать совершенно новую атмосферу нашего сотрудничества. В этом большой личный вклад уважаемого Садыра Нургаджаевича, за это я ему особенно благодарен. Пользуясь случаем, выражаю признательность еще раз
все вопросы, которые мы сегодня урегулировали, это не маленькие вопросы. Я должен вам сказать, я не зря привел такую цитату, что это историческое событие наших отношений. На самом деле я очень удовлетворен нашими сегодняшними подписаниями, договоренными, встречами. И знаете, я вам, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, хочу сказать, что, вы знаете, у наших даже членов комиссии совершенно другой настрой и совершенно другие планы. Они уже сегодня с друг другом открыто, доверительной формы договариваются не только о сегодняшних результатах, а на перспективу тоже. Вот сегодня вы видели, что большой документ подписан нашими хакимами, руководителями пограничных, руководителями регионами, руководителями пограничных, где живут вместе бок о бок. Если говорить о границе, у нас вообще не должно быть. Граница должна быть границей дружбы. И мы сегодня заложили фундамент, что это на самом деле будет границей дружбы и присутствие хакимов. Мы в узком кругу и на расширенном кругу договорились, что они будут работать совершенно на другом этапе, совершенно другом взаимоизмерении, потому что дорога уже открылась, мы уже имеем результаты, но они сегодня нас с уважаемым Садыр Нургаджаевич абсолютно не устраивают. И та цифра не устраивает, те результаты, которые они договорились, не устраивают. Мы должны и мы поручили, что вышли совершенно на другой уровень. Как я сказал, что мы поставили задачу до доведения товарооборота до 2 миллиардов долларов, в том числе за счет замещения импорта и создания торговых центров. Мы договорились с уважаемым Садыр Нургаджаевич, что мы создадим торговый центр и в Ташкенте, и в Бишкеке. Сделаем проект хороший, чтобы это не было разовым, а это должно быть постоянное присутствие наших предпринимателей, уважаемых киргизских предпринимателей и узбекских предпринимателей в двух странах. По итогам проведенного в рамках визита деловых встреч и бизнес-форумов подписаны контракты и соглашения о реализации проектов кооперации на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов. Среди них, как вы уже сегодня видели, запуск, слышали, автомобилей, стройматериалов, текстильной продукции и пряжи, электротехнических товаров, электронных счетчиков. Кроме того, намечена реализация крупных инфраструктурных проектов в области энергетики и добывающей отрасли, в том числе с угольной промышленности, с участием предприятий и инвесторов двух стран. Для продвижения таких перспективных и значимых проектов будем расширять узбекско-киргизский фонд развития. Сегодня принята комплексная программа стратегического торгово-экономического партнерства на 2023 и 2025 годы и соглашение о развитии приоритетных направлений промышленности. Они охватывают все отрасли экономики и направлены на углубление совместной кооперации. Договорились совместно выращивать и поставлять сельхозпродукцию с учетом потребностей наших стран. Министры сельского хозяйства приняли специальную программу агрокооперации с конкретными проектами. Это не просто так приняли, она сумму около 400 миллионов долларов, есть конкретные проекты. Это о многом говорит, и вы представляете, если мы будем освоим это 400 миллионов долларов, какой у нас будет результат. А он будет обязательно. В сфере транспорта приступили к реализации стратегического проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Как всем вам известно, в Самарканде было подписано трехстороннее соглашение. Недавно в Бишкеке запущен проектный офис этого проекта. Готовится технико-экономическое обоснование этого крупного масштабного проекта. В сфере энергетики мы предметно обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1. Это мегапроект тоже, несомненно, послужит устойчивому развитию не только Узбекистана и Кыргызстана, но всего нашего региона. Уважаемые журналисты, сегодня на наших встречах, как я уже сказал, присутствуют хакимы, которые приняли дорожные карты конкретными проектами. Активно действует Совет глав пограничных областей. Аналога такого площадки у нас нет ни с одной другой страной. Очередную встречу Советов проведем в мае в Андижане. Особое место в наших отношениях занимает культурно-гуманитарное сотрудничество. Ярким символом дружбы
двух братских народов станет Узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура, реконструкция которого завершается в городе Аше. Признательны уважаемому Садыру Нургаджаевичу за поддержку инициативы торжественного открытия театра премьерой совместного спектакля и в целом за большую поддержку узбекской диаспоры, проживающей в Кыргызстане. Мы намерены проводить взаимные дни культуры и искусства, фестивали кино, творческие встречи и спортивные игры. В этом году широко отметим 95-летие великого киргизского писателя Чингиза Айтматова, не случайно утвержденная по инициативе узбекской стороны в рамках Организации турецких государств премии имени Алишера Наваи за вклад в единство турецкого мира было присвоено этой выдающей личности. Мы также договорились о новом формате регулярных встреч наших аксакалов, интеллигенции и талантливой молодежи о создании площадки диалога поколений. Кроме того, намерены провести в этом году в городе Коканде первую совместную студенческую спартакиаду. Будем расширять сотрудничество в области туризма, здравоохранения, науки и образования. Уважаемые друзья, наши страны плодотворно сотрудничают в многосторонних форматах. С удовлетворением подчеркну, что по большинству вопросов международной повестки мы имеем схожие позиции. Мы договорились совместно направлять усилия на формирование мирной, стабильной и процветающей Центральной Азии, углубление интеграционных процессов. Хочу отдельно отметить в этом роль консультативных встреч глав государств нашего региона и успешное проведение 4-го саммита в Чолпан-Ате в прошлом году. На переговорах мы также обсуждены вопросы сотрудничества в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, позвольте еще раз выразить благодарность президенту Кыргызской республики, уважаемому Садыру Нургаджаевичу Джапарову, за радушное гостеприимство, прекрасную организацию нашего визита и плодотворную совместную работу. Мы высоко оцениваем итоги сегодняшних переговоров, которые, несомненно, я в этом уверен, послужат дальнейшему развитию и процветанию наших дружественных стран, а также благополучию двух братских народов. Благодарю за внимание.